В общей сложности для вынужденных переселенцев из оползневой зоны построено около 20 домов, обеспечены жильем 1500 семей. Обустроены семьи, проживающие в оползневой зоне на специально построенном участке площадью 110 гектаров в Малгобеке. Также построены 32 трехэтажных многоквартирных дома для 843 семей. Дома строятся в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В декабре 2015 года ключи от 32 новых квартир получили жители аварийных домов. В мероприятии помимо главы региона приняли участие и прибывшие в республику с рабочей поездкой председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор фонда ЖКХ Константин Цицин. Сделать еще и подарок, поэтому мы привезли небольшую ведомость платежную на 100 с лишним миллионов рублей в фонд решения будущих проблем переселения из аварийного жилья. Хочу вручить вам. Спасибо. Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проходила в 3 этапа. В рамках первого в 2013 году удалось переселить людей в 16 многоквартирных домов, которые находятся в Суженском, Джейрасском районах и городе Карабулак. Для многих жильцов остались позади бесконечные скитания по временным местам проживания. Более 100 детей-сирот получили ключи от новых квартир. 18-этажный дом построен в рамках госпрограммы развития системы образования Ингушетии. В общей сложности в новостройке около 300 квартир. Торжественное открытие многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялось еще в декабре 2015 года. Там же рядом построен и аналогичный 18-этажный дом, но уже для молодоженов. Хочу поздравить всех новоселов. Действительно, дом замечательный. Жить в таком доме, я думаю, вам будет приятно. И я хочу от имени Министерства образования и науки Российской Федерации всех от всей души поздравить с новосельем. Всего вам самого хорошего. Спасибо в первую очередь Министерству образования Российской Федерации за помощь, за поддержку, за контроль над строительством и вводом этого жилья. Второе, спасибо всем, кто строил, участвовал в этом проекте. Да, мы затягивали этот проект, мы затягивали с учетом того, что все-таки хотелось бы, чтобы этот проект был реализован не в плане старых схем, которые у нас существовали, а в плане дальше одновременно такого дома на 360 детишек, сирот, которые уже находящиеся уже замужем, с семьями. Где может быть лучше и уютнее, чем дома? Наверное, нигде. Новоселье отметили еще несколько десятков семей. Это уже вынужденные переселенцы из Чеченской республики, которые потеряли свои дома во время войны. Напомню, что по этой же программе в этом микрорайоне ранее было возведено 13 домов. Строительство этого дома было начато в 2014 году. В многоэтажке апартаменты с просторными комнатами, большими кухнями. Но кроме самих квартир, сегодня для жителей построены и другие социально важные объекты. На церемонию открытия многоквартирного дома приехал на тот момент полномочный представитель президента ВСКФО Сергей Меликов. Пусть в ваших квартирах всегда царит спокойствие, хорошее настроение, все беды и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ваши стены новые станут для вас родными. Аюнузбек Евкуров в своем выступлении отметил оказанную федеральным центром помощь, благодаря которой тысячи людей получили крышу над головой, и эти цифры с каждым годом увеличиваются. Более 20 лет эта проблема стояла, не решалась. Сегодня она решена. И с помощью федерального центра, в первую очередь с помощью полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе президента Российской Федерации Сергея Леонидовича Меликова, его команды. Поверьте, вот эту программу, чтобы пробить, в том числе и по оползневой зоне, личное участие Сергея Леонидовича, поэтому, Сергей Леонидович, вам большое спасибо за такую помощь и поддержку. Мы только в этом микрорайоне сдали и сдаем более 1000 квартир. Пожалуй, лучшим подарком на Новый год может быть только новое жилье. В конце прошлого года в новом микрорайоне Юбилейный открыли очередной многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Есть временная администрация. Я сейчас после работы здесь зайду в этот штаб, проведу там совещание. Есть куда обращаться, надо бегать там мэры города или там магаз. Здесь, вот здесь шаговая доступность для всех жильцов, и для вас, и для всех жильцов, которые здесь по вынужденным переселенцам. Пожалуйста, заходите, обращайтесь, и там вам все справки дадут. Ну и
самое важное для вас или одним из важных там направлений. Здесь же подписывать, заключать соглашение с ресурсоснабжающими организациями. Это свет, газ, вода. 9-этажный дом состоит из 7 подъездов, 14 нежилых помещений, предназначенных для социального назначения. Есть большой двор с детской площадкой. Данный объект построен по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного многоквартирного фонда Ингушетии. Сюда заселяются жильцы, проживавшие в аварийных домах по улице Базоркина, дом номер 3, 20 и 38. Всего в этот дом переехали 264 семьи. 6 из них уже вручили ключи от их новеньких апартаментов. Ключ от квартиры вручается Мальсаговой Лейле Израиловне. Фирдоус Хамадханова встречает своих первых гостей. Двухкомнатную квартиру она переехала с мужем и сыном. Долгое время они жили в общежитии. Теперь новенькая квартира в ее полном распоряжении с собственной кухней. Двухкомнатный, 36 квадратов, 60 квадратов. Новый микрорайон Юбилейный постепенно разрастается. Здесь построена школа, детский сад, а от центра города совсем недалеко. Еще здесь планируют построить амбулатории. Поэтому не только новое жилье, но и его расположение особенно радует новоселов. Разрешите митинг, посвященный вводу в эксплуатацию жилого дома пограничного управления для сотрудников пограничного управления, считать открытым. Этого момента сотрудники пограничных застав Жайракского района ждали очень долго. В торжественной церемонии открытия служебного многоквартирного дома на территории погранотделения в населенном пункте Эзми принял участие начальник пограничного управления ФСБ России по Ингушетии Игорь Цветков. Он лично вручал своим сотрудникам ключи от долгожданных квартир. На территории 2 пограничных отделений торжественно сдали в эксплуатацию 2 служебных жилых дома. Да ладно, что ты его сразу забираешь, он домой идет. На стол смотрит. На возведение этого здания ушло около 3 лет. Всего в 4-этажном доме 50 квартир. В них будут жить сотрудники погранотделений как Изми, так и заставы и Лежги. По своей планировке жилой дом совершенно не отличается от обычных. Даже детская площадка имеется. Все то же самое, только лифта нет. Но, как шутят пограничники, они привыкли к физическим нагрузкам. Как и полагается командиру, Игорь Цветков наказал пограничникам бережно хранить новое имущество. Построить тяжело, но содержать тяжелее вдвойне. И кто будет в этом доме жить, я бы хотел обратиться с просьбой, надо его содержать. Воспитывать своих детей, чтобы не ломали. Дети у нас такие боевые, у них даже бетон и железо в руках крошатся. Так что поддерживайте, облагораживайте, особенно по весне, посадите цветочки, розочки. Ну, все условия для жизни. За 26 лет наша республика обеспечила жильем сотни, а то и тысячи семей. Жизнь на чемоданах для многих осталась позади. И это только начало. В дальнейшем планируется реализовать еще более масштабные проекты по улучшению жилищного вопроса населения. Индира Манкиева, Новости 24.